Привет и добро пожаловать вас снова на моем канале. Сегодняшнее видео посвящено целиком и полностью, не полностью и целиком, как я сказала в прошлом видео, посвящено мои собственные новинки косметики, что я себе приобрела, и это будет обзор на моих новинок с Saint Laurent. Это монобрендовый ролик. Первое, что я вам покажу сегодня, это макияж с этими же продуктами. Так что усаживайтесь поудобнее, я начинаю. И главная героиня сегодня это вот эта палетка 720. Как видите, я сразу начинаю с растушевочного цвета, а до этого у меня глаза были предварительно подготовлены. В складке века была нанесена коричневая кремовая тень, а на подвижном веке тоже кремовая тенюшка, но цвет шампанского. И она такая блестящая, с блесточками чуть-чуть. Я забыла нанести пудру на неподвижное веко выше складки, поэтому вы видели, как я нанесла после того, как затемнила складку. И продолжила дальше со своим макияжем. Я в этот раз решила не дублировать стрелку коричневым карандашом, так как это был дневной макияж. И я хотела что-то легкого, быстрого, поэтому решила в этот раз вот так. И это не весь капацитет этих теней. На самом деле они очень пигментированные, но несмотря на то, что очень пигментированные, они очень хорошо тушуются, очень хорошо наслаиваются. И это как бы огромный плюс. Я в восторге от качества этой палетки. И как я смотрела обзоров других блогеров, все от нее в полном восторге. Смотрите, какая нежная дымка получилась. И тут сейчас я уже оформляю нижнее веко. Наношу вот во внешнем уголке тени, закрепляю. Я думаю, что я там предварительно нанесла чуть-чуть карандаша, как я делаю всегда. Ставлю блик под радужкой с серым блестящим цветом. И вот румяна. Просто роскошные румяна. Я не ожидала, что мне так эти румяна понравятся. И я очень довольна, что они на самом деле уже понравились. Я в восторге от самой упаковки, от того, как румяшки выглядят внутри упаковки, от того, что как вбито лого Saint Laurent на самих румяшек, очень хорошо видно и долго будет его видно, не так быстро сотрется. И это очень-очень классно. Мне румяна понравились, как растушевываются, понравились по пигментации, вообще в полном восторге. И вы уже видите, как я наношу контур губ с карандашом номер 1. Этот карандаш для меня просто великолепен. Это очень универсальный цвет. Он такой холодно-розово-коричневый. Еще он очень-очень стойкий. Вот почему эти карандаши стоят своих денег, потому что у них просто нет аналога. Они роскошнее по стойкости, хорошо наносятся, не комкуются, не становятся более темнее. Просто великолепные карандаши для губ. И закончила образ блеском для губ. Это мой любимый блеск от Oriflame. Я в первый раз ее видела, когда вышла девятка Saint Laurent. Девятка мне очень понравилась, но девушка там сравнивала эту палетку с девяткой. И с тех пор это было в конце марта еще. И я такая сразу увидела эти холодные цвета и подумала: о, мне это надо, это мое, это мои цвета. Так что мы на прошлой неделе покупали эту палетку для моей клиентки, и когда я уже увидела ее в деле, совсем не смогла сдержаться. Вот здесь вам и близкие кадры. К сожалению, близких кадров я не успела снять солнечным светом, но мне кажется, и так очень хорошо видно, насколько она красивая. Насчет финишей, которые здесь есть, это матовые растушевочные для складки.
этот затемняющий, и с ним можно и стрелку нарисовать, как я и сделала сегодня. Затемнила внешний уголок и нарисовала стрелку. Вот этот цвет, он серый, блестящий, металлический, но в нем нет таких отдельных блесток. А вот это просто блестки. Отдельные вот такие блестки, я не знаю, насколько вам видно сейчас в макияже. Ну, я потом вам покажу дополнительно. Это просто отдельные блесточки. Это, скорее всего, как топпер. Но очень-очень красиво. Мне очень-очень нравится. И я очень-очень довольна. Эта палетка очень подошла моей клиентке. И сейчас мне тоже она очень сильно подошла. Я очень ею довольна. Ну и в дальнейшем тоже вы будете видеть макияжи с ней. Сейчас я сделала просто дневной макияж. Хочу сказать, что эта палетка, цвета очень пигментированные, очень насыщенные, но в тем временем с ними очень легко работается. В тушевке они просто прекрасные, очень красивая дымка с ними создается и вообще не представляет никакой трудности с ними работать. Очень хорошо наносится. В этот макияж я пропустила, я в принципе всегда наношу в первую очередь блестящие цвета и потом матовые, чтобы случайно не попали матовые цвета там, где должны быть блестящие, и потом блестящие не захотели бы приклеиваться там, где им место. Но сегодня я немножко сделала по-другому. Оформила складку матовым цветом вот этим. И только потом взяла и нанесла блестящие цвета. И все прекрасно нанеслось. Я просто очарована, очень довольна, очень счастлива, что эта красоточка у меня есть. И знаете, что я вам скажу? Вот в дальнейшем, ну, включая эту палетку, вы увидите еще, ну, увидите 4 продукта. Эту палетку и еще 3. То есть 3 из этих 4 продукта я урвала последние штучки. Так что я долго думала, что я буду ждать скидок, и вот тогда я пойду и закуплюсь. Но когда мы купили эту палетку, и в дальнейшем то, что я покажу для моей клиентки, я увидела, какие классные эти продукты, и что это прям мне импонирует, и я такая, нет, сил ждать нет. И хорошо, что я поехала и купила, потому что, ну, это были последние штучки, а потом непонятно, через сколько месяцев появились бы остальные. И следующий продукт, который я приобрела в этот раз, это вот эти румяна. Мне очень нравится оформление Saint-Laurent, и очень нравится мне, что крышечка, вот эта кожа по цвету соответствует того цвета, который внутри. Это очень классно. Это номер 93, произведены они в Италии. Тут есть и какое-то название, но это, скорее всего, аббревиатура, а не название. И вот так они выглядят. Эти румяна, во-первых, очень красиво вбито лого Saint-Laurent, просто очень мне нравится. И это персиково, ну, это очень особенный такой специфический персик с золотым переливом. Сейчас вы их видите на моем лице, я просто в восторге от этих румян. Они просто очень красивые, ну прям очень-очень красивые. И они тоже были последней штучкой, которые я забрала себе. По текстуре они мягкие, они сухие, но они очень мягкие, очень легко набираются. Я их набирала, как вы видели, набирала их на вот этой синтетической кисточке. Она очень-очень мягкая, и она очень деликатно набирает продукт. И несмотря на то, что кисточка такая деликатная, мягкая, пушистая, очень хорошо румяна набрались, и я очень ими довольна, я очень рада, что я их приобрела и не ждала. И следующий продукт, который я приобрела, это карандаш для губ из новых карандашей, из новой линейки карандашей, который вышла у Saint-Laurent. И это номер 1. Во время макияжа вы уже увидели цвет самого карандаша. Для меня это универсальный цвет, и мне очень нравится. И я нанесла на нем
персиково-розовый блеск для губ. Плюс этих карандашей в том, что, во-первых, они очень хорошо наносятся, они достаточно мягкие, но они не крошатся. Пока что. У меня нет такого с ними опыта, чтобы они крошились. И очень классно то, что они не становятся темнее, то есть наслаивая, цвет остается такой же, как бы он становится плотнее, но не темнеет. Этот карандаш я купила конкретно из-за его цвета, из-за того, что я уже знаю, что он стойкий. А следующий карандаш, который я купила только из-за помаду Sisley. Вот эту, которую я вам показывала в одном из предыдущих видео. И я вам показывала, что она растекается. Так вот, потом я ходила в магазин с этой помадой и пробовала, какой карандаш ее удержит. И оказалось, что вот этот, видите, вот этот розовенький карандашик очень хорошо ее держит. На самом деле, по моему скромному мнению, этот карандаш, он, как вам сказать, это не контурный карандаш, который вот затемнит вам контур и будет давать какой-то цвет. Этот цвет, он полностью сливается с цветом ваших губ, ну, моих губ и вот губ моих клиентки, моей подружки, вот на кого мы его смотрели, он буквально сливается с цветом губ. И в моем случае с этой красной помадой он не перебивает ее цвет, и он, как вам сказать, он не изменяет вообще цвет этой помады, что очень-очень классно. И еще он успевает, он настолько стойкий, что он очень хорошо ее удерживает, и она не растекается вот здесь в мелких линиях на губах. Так что я сейчас сотру вот то, что у меня на губах сейчас, и нанесем вот это, чтобы вы посмотрели, как это работает. Всегда стараюсь наносить карандаш по физическому контуру, так как цветовой контур, он меньше, чем физический. И если наносим по цветовому контуру, губы могут выглядеть так, как будто бы мы не докрасили или просто откусили от своих губ. Чтобы карандаш смог удержать помаду, нужно в те места, где она затекает, очень плотно его нанести, чтобы он держал на место эту хулиганку, и она никогда не растеклась. Раньше на помаду я жаловалась, что она не увлажняет, но потом, когда поносила ее нескольких раз, я поняла, что я абсолютно не права. Вот здесь очень хорошо можно посмотреть, как поблескивают вот эти бриллианты. И, кстати, прошло 2 часа, если не больше, с тех пор, как я нанесла помаду и карандаш. И как вы видите, все очень хорошо держится, ничего нигде не растеклось. Я очень довольна. Очень-очень довольна. Давайте посмотрим еще раз на бриллиантов. Ну как может быть так красиво? Ну почему? Ну это прям незаконно. Да? Я надеюсь, меня не оштрафуют где-нибудь. Не скажут: откуда ты украла этих бриллиантов? Пока. Но вот так вот выглядит и помада с этим карандашом. Как вы видели и вблизи, пока я красила губы, он вообще не выделяется, вообще его не видно, он вообще не меняет цвет помады, что мне очень нравится, потому что таким образом сохраняется вот этот желейный вид этой помады. И именно в это ее роскошь, что она вот такая, как желейная, глянцевая, стеклянная. Мне это очень-очень нравится, вообще просто. И я очень довольна, что этот карандаш ее удерживает. Но, конечно, самой помадой, к сожалению, я не очень довольна, потому что я считаю, что помада, которая стоит такие деньжища, она должна вести себя хорошо и сама по себе, и она не должна вот так растекаться, потому что даже блески для губ от Oriflame за 3 копейки не позволяют себе такое, как эта помада. Но цвет просто роскошный.
Из-за цвета я готова ей простить абсолютно все. Но все-таки того же цвета я буду искать и в других марок, в Сен-Лоран и в Dior сейчас вышли вот с таким глянцевым финишем вышли помады. И в Сен-Лоране и в Диоре я видела, что похожего цвета есть. Так что я посмотрю, что будет там, и смогу ли найти то, что мне нравится, и то, что я хочу. Итак, мои дорогие, давайте сделаем обобщение. Палетку 720 я очень-очень довольна, она мне очень понравилась. Я очень рада, что я не ждала скидок, а поехала и купила ее сейчас. Румяшки просто роскошные, это такая невероятная свежесть, они лицу придают, так что я рекомендую их прям со всего сердца. И карандаш номер 1, который сейчас на мне, и его не видно, как бы вы видели губы, и с ним только без помады. И карандаш, нет, это карандаш номер 44, который сейчас у меня на губах, и который прекрасно удерживает эту помаду, хулиганку, который норовит постоянно сбежать с моих губ и растечься по моему лицу. Карандаш номер 1, который просто божественно универсальный цвет, нюдовый, он нюдово-серо-розово-коричневый. Цвет роскошный, и вообще эта линейка карандашей у Сен-Лоран из-за того, что они мега стойкие, они роскошные. К сожалению, там нет очень много цветов, нет большого выбора цветов, но вот то, что я выбрала, номер 1 и 44, для меня как бы мой потолок, другие цвета мне не подходят. Обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы вы получали уведомления о новых видео. И увидимся совсем скоро в следующем видео.